как улучшить нехудожественный текст. Речь пойдет о том, как надо работать с нехудожественными текстами. Это тексты, которые предназначены для рабочих вопросов. Во-первых, мы рассмотрим сегодня частые ошибки на примерах, которые встречались мне за время работы. Я вам расскажу, где и как можно проверять свой текст и что можно прочитать по теме. Для начала хотелось бы представиться. Еще раз, меня зовут Михаил Левантовский, я работаю копирайтером в рекламном агентстве «Квазар» в отделе Digital. Сотрудничал с новостным агентством «Спутник», с информационным агентством «Вечерний Бишкек». Начнем с вопроса, кто такой копирайтер, поскольку, быть может, для кого-то из вас это будет темой абсолютно новой. Дело в том, что термин копирайтера и копирайтинга многие могут путать с термином копирайт. На самом деле это два разных термина. В данном случае это двухсоставное слово. Его первая часть — это copy, которая здесь обозначает текст, и, соответственно, writing — это писать. Не путайте этот термин с названием copyright, которое обозначает авторское право. Это буква C в красном кружке. На самом деле копирайтеры могут писать, в основном все. Если примерно с 80-х, 90-х и по, может быть, начало нулевых копирайтеры в основном ассоциировались с написанием рекламных текстов и слоганов, то сегодня, работая копирайтером, вы можете попробовать себя в различных смежных направлениях. Теперь хотелось бы рассмотреть частые ошибки, которые встречаются периодически в рабочих текстах. Пример первый — это нагромождение лишних слов, которое встречается в рабочих письмах. Следующий пример частых ошибок, которые встречаются в рабочих текстах, это некорректные приветствия. Дело в том, что следует не путать дружеские, понебратские рабочие чатики и переписку, которая ведется в строгом и деловом формате, это во-первых. И во-вторых, постараться все-таки в своих письмах как можно чаще использовать лаконичные и универсальные приветствия. Частые ошибки в рабочих текстах — это также капслок и восклицательные знаки. Не забывайте проверять, что и как вы пишете перед отправкой. Грамматика. К сожалению, все еще приходится встречать грамматические ошибки и на абсолютно разных уровнях переписки. Здесь я привел одни из наиболее часто встречающихся мне примеров этих ошибок. Например, слово «обращение», которое пишут через «о», а надо через «а», как написано справа. Или вот это многострадальное слово «вообщем», которое кто как только не пишет. Я видел очень много вариантов, хотя на самом деле оно пишется довольно просто «в общем». Все. Довольно часто встречаются ошибки с двойными согласными, которые вставляют в такие слова, как, допустим, «блогер», пишут это с двумя «г», или «Инстаграм» с двумя «м». Также часто путают в течении «и» и в
течение «е». Здесь запомнить гораздо просто. То есть, когда речь идет о каком-то отрезке времени, то употребляется в течение «е», а когда речь идет о, допустим, там, течении реки, то употребляется «и». Так, затем еще примеры грамматических ошибок, которые тоже часто мне встречались. Вот это слово «уплочено» или «оплочено». Допустим, когда вам в переписке или в деловом письме пишут, что коллеги, сообщаем вам, что по нашим текущим услугам все оплачено. Я бы отметил так, что, наверное, люди, которые употребляют слово «уплочено», они получают зарплату. Видимо, так. Затем еще часто путают слова «прийти» и «прийти». Зачем-то вместо и краткое вставляют букву «д». Слово в интернете часто пишут зачем-то заглавные буквы, это какие-то пережитки прошлого. Также есть такие ошибки, как координально, в то время как надо писать кардинально через «а». Теперь от этих примеров, собственно, я хотел бы перейти к тем существующим инструментам, которые могут помочь вам в исправлении своих текстов. То есть как узнать, какие есть ошибки, какие есть повторы, какие есть нагромождения и лишние конструкции, если рядом нет, не знаю, помощника, советника или редактора. Так, во-первых, вы можете воспользоваться вот таким сервисом. Это сайт advega.com. Сразу вас предупрежу о том, что данная площадка выглядит по своему дизайну довольно старо, довольно несовременно, но, тем не менее, ей все еще пользуются. Здесь вы можете проверить тексты на плагиат и на уникальность. Затем, следующая площадка – это сайт Главред.ру. Очень хорошая платформа, всем ее настоятельно советую для того, чтобы оптимизировать свои рабочие тексты. Опять-таки, повторюсь, это не для художественных текстов, а здесь вы как раз-таки проверяете свои рабочие тексты на соответствие лаконичности, инфостилю. О нем, кстати, еще будет позже упоминаться. Также, помимо сайта Главред, но у меня здесь, по-моему, этого слайда нет, я бы вам посоветовал сайт The Rules, T-H-E-R-U-L-E-S, The Rules. .ru. Это замечательный проект Ильи Бирмана, который содержит практически все правила русского языка, и на этом сайте Rules вы сможете проверить практически какое угодно правило, существующее на сегодняшний день в русском языке примерно с 1956 года. Также я рекомендовал бы вам такую площадку. Это сервис Типограф. С его помощью вы сможете подготовить свою публикацию для размещения на сайте, если вы сомневаетесь в том, правильно ли вы расставили кавычки и тире. С помощью типографа на сайте теме Лебедева от Лебедев.ру вы сможете все эти шероховатости довольно быстро и просто исправить. Далее, от
цифровых инструментов перейдем к книгам, собственно, бумажным, хотя многие из них доступны и в электронном виде. И если вы предпочитаете читать в электронном формате. Итак, среди книг, которые могли бы помочь вам в работе с текстами, я отметил бы, во-первых, книгу «Пиши, сокращай». Это книга Яхова, и она посвящена в основном инфостилю, тому, как делать сильные тексты без лишних слов. Кстати, по-моему, буквально на днях вышло продолжение этой книги, которая называется, если я не ошибаюсь, «Ясно, понятно». Ясно, понятно. Следующее. Это классическое руководство по созданию нехудожественных текстов автора Уильяма Зинсера под названием «Как писать хорошо». Еще одна книга, это уже совсем другая временная эпоха, но тем не менее очень актуальна и в наше время. Это книга 1972 года автора и переводчицы Норы Галь, которая, в частности, известна, быть может, вам по переводу книги «Маленький принц» Экзюпери. Это книга под названием «Слово живое и мертвое». Это книга о том, как сделать красивые, звучные, лаконичные тексты без канцелярита и словесного мусора. Также хотелось бы отметить буквально пару телеграм-каналов, которые тоже могут помочь вам в работе с текстами. Во-первых, это очень замечательный телеграм-канал под названием «Паша и его прокрастинация. Правила хорошего текста». Также второй телеграм-канал, который я мог бы рекомендовать, это «Грамотность на меле». Это тесты на грамматику, на правописание, на орфографию, проверки ошибок и другие правила русского языка. Это канал от образовательного проекта МЕЛ. Сайт, по-моему, называется mel.fm. И с помощью этого канала вы, в принципе, тоже можете попробовать прокачать свои навыки написания текстов. А что касается того, какой должен быть у текста объем, я считаю, что помимо тех лимитов, которые заданы самой соцсетью, лучше все решать заранее с клиентом, все это решать во время брифов, во время рабочих встреч и так далее, потому что у каждого свой формат, у каждого свое видение, кто-то предпочитает обойтись одной-двумя строчками, а кто-то хотел бы большие художественные тексты в 2 абзаца. Все это решается заранее, и одного универсального совета, я думаю, здесь нет. Если вы с такой проблемой столкнулись, что вам не пишется, и у вас проблема чистого листа или белого листа, то попробуйте, если вам позволяет график вашего дня и ваше рабочее расписание, эту задачу на время отложить. Забудьте о ней, пусть она немного полежит, подышит, подумает. Вы тоже походите, полежите, постойте, попрыгайте, позанимайтесь, там, не знаю, физической активностью. Просто на время эту задачу отложите и попробуйте к ней вернуться позже и подойдите к ней немного с другого ракурса. Я бы советовал как можно чаще читать, потому что чтение очень хорошо, благотворно влияет на навыки письма, и не мне как бы это объяснять вам, вы это и так все знаете. Так, кроме того, что нужно читать, нужно еще читать.
и еще читать, и пробовать читать как можно более разные стили. Пробуйте переключаться на разные стили и перемежайте это с чтением художественной литературы, с чтением, не знаю, вывесок на улице, с чтением каких-то баннеров. Смотрите и слушайте разные ролики, а, пробуйте себя в разном стиле, не пытайтесь ограничиваться чем-то одним, и чем больше будет универсальности, чем больше будет многозадачности, тем больше будет возможности найти как раз-таки что-то свое.